В эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. И вначале об основных темах. Строительство продолжается. Для первой опоры моста через реку Лену в республике забетонировали 20 буронабивных свай из 50. Более 600 килограммов необходимых грузов. Республиканский волонтерский штаб «Мы вместе» продолжает активную работу по сбору и доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Открытые диалоги, тематические сессии, панельная дискуссия. В Ленске стартовал форум «Содействие». В Русском театре готовятся к большой премьере. В год юбилея Александра Пушкина на сцене покажут спектакль по роману в стихах Евгений Онегин. Отбор на чемпионат Дальнего Востока. В Якутске стартовал чемпионат республики по настольному теннису. Сегодня в Москве завершается транспортная неделя, крупнейшее отраслевое мероприятие в стране. На площадке форума сообщили, что правительство завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каких изменений ждать Якутии, узнаем у Максима Кардозу. Он на прямой связи со студией. Максим, приветствую. Расскажи, можно ли подвести уже первые итоги работы якутской делегации? Юра, приветствую тебя. И действительно можно уже, конечно, подводить первые итоги, потому что форум сегодня завершается. И за эти 3 дня прошло огромное количество, конечно же, мероприятий. Это и сессии, подписания, различные деловые встречи. И одной из главных тем здесь были это национальные проекты, новые национальные проекты и как их реализовывать. И вот на всех этих мероприятиях глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев поднимал вопрос перед представителями федеральных властей, министерств, агентств и ведомств о тех вопросах, как лучше сделать транспортную инфраструктуру Якутии намного лучше, намного доступнее. Да? И для нас это, конечно же, очень важно и актуально. И вот недавно, буквально полчаса назад, завершилась встреча Айсена Сергеевича Николаева с руководством Автодора, и там обсуждалась новая национальная идея, новый национальный проект. Это инфраструктура для жизни. Это продолжение такого нацпроекта, как безопасные, качественные дороги. Давайте послушаем, что сказал нам глава Якутии сразу после этой встречи. Красиво, если там на какой-то отдельном участке сети не будет выполнено, то надо поработать. Конечно же, для нас очень важна работа с федеральным дорожным агентством. Мы обсудили вопросы и текущего характера, это строительство Ленского моста, вопросы, связанные с строительством мостов уже новых, таки по дороге Вилюй, по дороге Колыма. И эти проекты, мы считаем, тоже уже в ближайшие 5-летку должны начать реализовываться. Вопросы содержания федеральных дорог, чтобы вот та тяжелая ситуация, которая в этом году была по федеральным дорогам Вилюй, Колыма, из-за когда дождей у нас были перерывы, люди не могли проехать по этим дорогам, чтобы такого уже у нас больше не было. Также обсудили ряд вопросов, уже связанных с исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И здесь мы считаем, что с дорожным агентством будем дальше делать все, чтобы и новые проекты реализовывались, ну и те проекты, в том числе вот и Ленский мост, который мы совместно сейчас реализуем, все было реализовано в установленные президентом сроки. Еще одна важная тема, которая здесь обсуждалась и о которой сказал премьер-министр страны во время пленарного заседания, это подготовка кадров, специалистов, которые нужны очень сегодня отрасли, потому что отрасль, несмотря на все трудности и санкционные ограничения, бурно развивается. Например, для нашего региона это тоже, например, очень сильно важно. Здесь говорили о развитии Северного морского пути, какими темпами тоже максимальными и быстрыми он набирает обороты, и для этого тоже нужны кадры, и Якутии тоже. И вот на полях форума было подписано соглашение между нашей республикой и университетом речного морского флота имени Макарова, который находится в Санкт-Петербурге. Это сотрудничество с нашим регионом уже идет 5 лет. И в течение еще 5 лет там будут учиться наши якутские студенты, которые потом приедут к нам в регион и будут работать и развивать транспортную инфраструктуру. Давайте послушаем, что нам сказал ректор сразу после подписания.
морского и речного флота имени адмирала Макарова. Особенно интересно работать вот с конкретной республикой, да, и мы достаточно много сделали, и те ребята, которые сейчас обучаются, конечно, получают необходимые квалификации, и те, которые уже выпустились, я знаю, что в правительстве несколько наших выпускников работает, они уже вкладывают свой труд в копилку республики. А Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова уникален тем, что у нас есть практически все специальности, которые необходимы для обеспечения работы флота. Это и строительство, и гидротехники, это и юристы, и экономисты, и, конечно, это и судоводители, и механики, ну и так далее, и так далее. Еще одна важная тема, конечно, которая связана с нашей республикой, это реализация национального проекта «Эффективная транспортная система». В нее входит реконструкция аэропортов. Вот вступает в силу второй этап этого национального проекта, в который входят 4 аэропорта. Это Зырянка, это Полярный в Удачном, еще 2. И вот они должны быть реализованы к 2028-2029 годах. Но здесь, на полях форума, руководство республики Айсен Сергеевич Николаев, он везде говорил о том, что важность реализации этого второго этапа именно, да, для нашей республики в том заключается, чтобы их приблизить. То есть получить финансирование намного раньше, чтобы все эти проекты начали реализовываться раньше. И это, конечно же, улучшит транспортную доступность многих районов в нашей республике. Юра? Максим, спасибо. Мы, в свою очередь, будем ждать положительных эффектов от принятых решений. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Максим Кардозу. Тем временем для первой опоры моста через реку Лену в республике забетонировали 20 буронабивных свай из 50. В целом проект предусматривает возведение 4 опор моста на левом берегу, 3 в русле, еще 12 опор на правом берегу. Для опор предстоит устроить 920 свай. Для их бетонирования понадобится почти 48 тысяч кубометров бетона. Работы по устройству свай продолжатся до наступления сильных морозов. В теплый сезон строители приступят к устройству конструктивов опор, ростверков, тел опор, а также устройству шпунтовых ограждений котлованов. Республиканский волонтерский штаб «Мы вместе» продолжает активную работу по сбору и доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. На этой неделе штаб перевез более 600 килограммов необходимых грузов. Напомним, волонтеры штаба работают по 2 основным направлениям. Помощь семьям военнослужащих и непосредственная поддержка бойцов на передовой через сотрудничество с общественным движением «Якутия с тобой». Кроме того, волонтеры принимают и доставляют индивидуальные посылки для участников СВО с 9 утра до 6 вечера. Штаб призывает всех желающих присоединиться к волонтерскому движению и внести свой вклад в поддержку участников специальной военной операции. Здесь семьи могут по номеру 122, кнопка 6, оставить свои заявки, и наши волонтеры помогут в быту по дому, в доставке продуктов и лекарств. Наши волонтеры ежедневно с 9 утра до 6 вечера работают по адресу Бестужева-Марлинского, 5, в здании ДСАФа. Ежедневно плетут маскировочные сети, шьют обмундирование и одежду для военнослужащих, а также принимают гуманитарную помощь. Сейчас очень важна поддержка наших бойцов. В Якутске стартовал форум для психологов региона «Практическая психология. Актуальные вызовы», приуроченные к Всероссийскому дню психолога. Мероприятие собрало ведущих специалистов в области практической психологии, педагогов-психологов, социальных педагогов, студентов, аспирантов, а также представителей государственной, исполнительной и муниципальной властей. Форум призван разработать единую политику в сфере психологического здоровья населения республики и способствовать обмену компетенциями и опытом. Актуальной темой форума также стало обсуждение особенностей социально-психологической адаптации населения в условиях специальной военной операции. Специалисты обсудили практические аспекты оказания психологической помощи тем, кто столкнулся с последствиями конфликта. Наша профессия как достаточно новая и очень востребованная на сегодняшний день в обществе, потому что в обществе происходят просто такие, знаете, кардинальные трансформации. И не все люди могут с этой трансформацией справиться. Естественно, наша работа становится, она актуализируется. И у людей много запросов, у нас очень много задач. Особенно они усилились как раз после проведения, после СВО.
В Ленске стартовал форум содействия, который будет проходить в течение 2 дней. В программе были открытые диалоги, тематические сессии, панельная дискуссия и, конечно, обсуждение проектов. Участников было достаточно много, среди них ленчане всех возрастов. Сегодня на открытом диалоге были выделены 4 проекта, которые нашли поддержку и успешно развиваются. Это некоммерческая организация «Помощь», которая предоставляет необходимые медицинские средства реабилитации малоимущим гражданам. Социальный проект по велопрокату, организация «Подорожник», коррекционной школы, занимающаяся поддержкой детей-инвалидов. И, конечно, мы говорим о развитии. Мы говорим о том, что некоммерческие организации, они становятся более устойчивые, профессиональные, они выходят на рынок услуг в социальной сфере, они могут создавать социальные предприятия, но и также пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют сейчас в районе. И единый ресурсный центр – это уже команда, которая, мне кажется, является партнером, да, Ленского района. И здорово, что Мирнинский район присоединился. То есть ваше мероприятие вышло за пределы, уже стало межрайонным. В штате Мирнинской центральной районной больницы новые специалисты. Ежегодно в рамках исполнения одного из основных направлений национального проекта здравоохранения по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами штат Мирнинской ЦРБ пополняется новыми специалистами. В этом году районная больница значительно расширила свой штат. К коллективу присоединились 32 новых специалиста, в том числе 11 врачей, а также медицинские сестры и фельдшеры. Среди новых врачей – врачи-педиатры, врач-кардиолог, врачи-эндокринологи, врач-офтальмолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач УЗИ и врач-терапевт. После окончания школы поехала в Иркутск, поступила в Иркутский государственный медицинский университет, окончила лечебный факультет, затем поступила в ординатуру, после чего приехала сюда. Ну, поскольку моя семья родом из Сунтарского района, Сунтарский район находится рядом, буквально 4 часа езды отсюда, то я решила, что здесь будет лучше обустроиться. Нерюнгринцы смогли проверить свои знания географии. Работа волонтерского штаба помощи землякам в зоне СВО и семейный форум. Наши коллеги расскажут о самых заметных событиях Нерюнгринского района. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Нерюнгринцы смогли проверить свои знания географии. Район присоединился к международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант». В Нерюнгринском районе в этом году были зарегистрированы 11 площадок открытого и закрытого типа. Участников более 2000 человек. Активность достаточно большая у нас в районе, желающих поучаствовать в этом интеллектуальном мероприятии. Вообще это, наверное, сродни массовости лыжня России, может быть, кросс наций, популярность растет этого интеллектуального мероприятия. Вот это гимнастика для мозга, можно сказать. Вот это популярно. Проверяли свои знания географии школьники, студенты и преподаватели Нерюнгринского медицинского и Южно-Якутского технологического колледжей, работники ГРЭС и военного комиссариата. В диктанте приняли участие и представители администрации. Районные власти заинтересованы в развитии туристического потенциала Южной Якутии. С вниманием относятся к поддержке форм просвещения, особенно среди общеобразовательных учреждений. А такие проекты, как географический диктант, помогают прививать любовь к географии как к науке. Я считаю, что человек, патриот своей родины, должен знать свою родину, и это возможность еще раз проверить свои знания и, в конце концов, доказать всему миру, что мы в одной большой команде всего мира. Ничто нас не исключит из общего мироздания, как говорится. Поэтому мы здесь, мы пишем диктант географический, мы со своей страной. За наших, за правду, за победу. Биркакит, объединяйся. Под таким лозунгом работает волонтерский штаб помощи землякам в зоне СВО в поселке Нерюнгринского района. В штабе очень тепло, и речь идет как об уюте и комфорте помещения, так и о теплоте сердец присутствующих. Мне хочется сказать большое спасибо нашим жителям, вот нашим женщинам, волонтерам, которые все делают, не считаясь со временем, приходят и работают вот в этом помещении.
Завсегдатаи знают расписание штаба помощи, но он открыт ежедневно с 16 до 19. Неравнодушные жители Беркокита оказывают всестороннюю помощь и поддержку, причем как взрослые, так и дети. Всех их объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей, желание творить добро и делать этот мир лучше. Работаем больше 2 лет. Изначально у нас была гуманитарная помощь, мы возили продукты, но мы продолжаем возить продукты. Потом в апреле месяце начали мы плести сеть. Ну, плетем уже отправлено с апреля где-то в пределах больше 180 штук. Но это так приблизительно, может быть и больше отправлено. Продукты питания, медикаменты, одежда, да много что отправляем, делаем, стараемся для наших ребят. В Нерюнгринском районе прошел семейный форум в рамках месячника материнства и детства, посвященного Году семьи в России, Году детства в Якутии и Нерюнгринском районе. Форум с душевным названием «Родные любимые» объединил семьи для совместного творчества, живого общения и обмена опытом. На различных площадках организаторы собрали детей, родителей и представителей педагогического сообщества для обсуждения общих задач и выработки взаимовыгодных решений по вопросам воспитания подрастающего поколения. У нас очень много мероприятий связано с экологией, с творчеством. Это наш региональный проект, называется он «Семейные традиции». Очень много мероприятий связано с туризмом, и они все, и спортом, они все были связаны с семьями. Вообще надо сказать, что в этом году очень хорошо семьи входят в качестве волонтеров и соорганизаторов по ряду мероприятий. Это очень клево, это здорово. И я наблюдаю такую же картину в Нерюнгри, и это просто радует, греет душу. Организаторами форума выступили районное управление социальной и молодежной политики, управление образования и местное отделение движения первых. Мы очень хотим, чтобы результатом форума стало формирование того самого активного родительского сообщества, которое будет помогать нам не только реализовывать проекты движения, но и в принципе помогать растить наших детей успешными и счастливыми. В программу форума семейных сообществ вошли арт-тренинги и мастер-классы, профориентационные, интеллектуально-развлекательные игровые программы и спортивный фестиваль. И другое родительское собрание. Наверное, самое главное то, что вот в этой повседневной рутине мы наконец-то смогли с сыном выбраться вдвоем и провести время. Это самое главное было сегодня здесь. И спикеры, да, и психолог. Очень я прям слушала ее, прям классно, мне понравилось. Мы продолжим следить за развитием событий и о самых интересных из них расскажем на канале Якутия-24. Якутский фильм «Харчи. Возмездие» стал победителем 23-го всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ «Регион-2024», завоевав награду в номинации «Фильмы и сериалы». Сама картина была создана национальной вещательной компанией «Саха», для которой это было уже второе подсоздание полнометражного фильма. Над картиной работали режиссер Елена Эверстова, продюсер Марфа Пермякова, сценарист Евгения Давыдова, а также съемочная группа и профессиональный актерский состав. При создании сериала и, в частности, фильма «Харчи» сценарист тесно работала с сотрудниками полиции и даже брала интервью у мошенника, чтобы лучше понять психологию их поступков. У нас кинопроизводство в республике в целом очень развито. Сейчас все говорят о феномене якутского фильма, да, якутского кино, но также мы хотели объявить то, что у нас еще снимаются якутские сериалы помимо фильмов. И мы ничем не отстаем от наших коллег, от других региональных телеканалов. Да? Мы знаем, что есть такие опыты тоже, где снимаются сериалы и фильмы, но среди них мы в этом году оказались лучшими. И это самый лучший подарок, кстати, нашей службе, которая исполняется в этом творческом сезоне 5 лет, наш маленький юбилей. В Русском театре готовятся к большой премьере. В год юбилея Александра Пушкина на сцене покажет спектакль по роману в стихах Евгений Онегин. Режиссером выступил Дмитрий Бурханки, знакомый якутскому зрителю по спектаклю «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил». На одной из финальных репетиций побывал мой коллега Александр Хавренко. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Эти строки знает, конечно же, каждый житель нашей страны, да и далеко за пределы нашей страны, потому что Пушкин – это кладезь классической литературы во всем мире. И его бессмертный
Евгений Онегин наконец-то на сцене русского театра. У меня, в частности, тоже стоял вопрос, как это можно сделать вообще, да? Но самое главное, как можно получить федеральный грант. Да, мы выиграли грантовый конкурс, и благодаря автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации была такая возможность получить грант и поставить в юбилейный год произведение Александра Сергеевича Пушкина. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Главную роль в спектакле исполняет ведущий актер театра Степан Федоренко. О том, насколько легко или нелегко дался ему Онегин. Что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит. Онегин же, он и сейчас есть. Он всегда есть. Люди, которые ищут счастье, для которых там хорошо, где их нет. Такие люди есть, и они и будут всегда. Ну и думаю, что что-то интересное получится. Полностью классическое, вот кроме этих очков, все остальное полностью по классике. Интересный факт. Роль Татьяны Лариной в спектакле исполняет актриса Мария Ларина. Наша Татьяна, она такая чудная. Она отличается от всех. Она, знаете, такой, как я уже где-то говорила, кипящий котел внутри. И она еще она не понимает, что с ней происходит, что это за чувство, что, оказывается, это любовь, и любовь происходит вот так. И этот кипящий котел надо пронести до конца спектакля. Мне кажется, что спектакль Евгений Онегин будет интересен и тем, кто хорошо помнит текст Пушкина, и тем, кто захочет освежить его в памяти. Ну и, конечно же, Евгений Онегин будет интересен всем, кто любит классическую русскую литературу и классический русский театр. Ракетки к бою. В Якутске стартовал чемпионат республики по настольному теннису. В этом году впервые принимают участие спортсмены из северных районов республики. Сколько спортсменов ведут борьбу за медали и сколько разрядов заявлено, расскажет Даяна Федорова. Более 200 сильнейших теннисистов Якутии борются за титул чемпионов. Принимают участие спортсмены 2001 года рождения и старше. Ну а теннисисты младшего возраста допущены по решению тренерского совета федерации. Я из Верхневилюйска, мне 11 лет. Хочу использовать свои приемы. Они грамотно подают и хорошо подают, потому что они умеют играть. Я занимаюсь 5 лет, потому что там классно, и там играют люди. Мои сестры играли в настольный теннис, и я тоже захотела играть. Соревнования проходят в одиночном, парном, командном разрядах, а также в миксте среди юниоров, мужчин, женщин и ветеранов. В этом году уникальность в том, что принимают участие как опытные ветераны, я вижу, да, по 60, по 70 лет играют за сборные, так и очень много молодежи, что радует. Также уникальность является то, что, вот я как сказал, Северный Улусы играет у нас, и очень мощный судейский состав. Одним из самых возрастных участников чемпионата является Владимир Максимов из Алюкминского района. Причем Владимир взял в руки ракетку относительно недавно. Мне 73 года, 51 год, сентябрьский. Настольным теннисом я начал заниматься 63 года. До этого я 48 лет уже не мог видеть, а вот начал настольный теннис играть. Сейчас считаю без очков. Достойные соперники, мы достойны им. Традиционно самым ожидаемым состязанием чемпионата является одиночный разряд. В этом году в личные состязания среди мужчин заявились все ведущие теннисисты, включая 4 мастеров спорта. В этом году состав у мужчин сильный. Получается, приехали все 4 мастера спорта, которые у нас в республике. Будут жаркие встречи. У нас в республике настольный теннис развивается, можно сказать, очень активно. Итоги чемпионата станут известны 24 ноября. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда республики для дальнейшего выступления на Дальневосточном чемпионате в следующем году. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Также в Якутске стартовал Кубок Федерации по северному многоборью. На соревнования прибыли команды из 19 районов республики, которые борются за первенство по 3 популярным видам спорта коренных народов Севера. Подробнее о ходе соревнований расскажет Тимур Калмогоров. В стенах спортивного зала спорткомплекса «Мадун» собрались порядка 100 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Присутствовали как юниоры и юниорки, так и взрослые участники и ветераны. Программу соревнований открыл тройной прыжок. Яна Гоголева выступает на этом кубке второй раз. Девушка уверена, что успех в этой дисциплине во многом зависит от усилий на тренировках. Я защищаю честь Татинского улуса. Если вот это считать, тогда тоже хорошая тренировка есть. Физическая нагрузка тоже не помешает в жизни. Ты должен тренироваться усердно, полностью, чтобы добиться таких успехов. Одним из наиболее опытных участников Кубка является Георгий Сафронов, выступающий за команду Аймяконского улуса. В его активе не один триумф в многоборье. Так, в прошлом году он установил рекорд республики по прыжкам через нарты, достигнув отметки в 1020 нарт. Отметим, что Георгий побил свой же рекорд. Ну вот наша сборная только вот недавно, буквально сколько? 3-4 дня назад прилетела с Кубка России. На соревнования приехали. Ну, большинство из нас из сборной команды Республики Саха-Якутия уже на второй соревновании участвуют. Ну, посмотрим, как будет. Сейчас немного устали, мышцы немного лично у меня мышцы не восстановились еще. Но постараемся показать хороший результат. Ожидаем хороших результатов, хорошей спортивной атмосферы. Ожидаем очень интересное командное соревнование. В первый соревновательный день помимо тройного прыжка прошли состязания по метанию аркана на хорей. Завтра участники выявят лучших в прыжках через нарты. По сравнению с прошлым годом в нашем соревновании участников стало побольше, 120 участников, так как данный турнир, как называется, участников дает старт на игры Манчары. Улусы готовятся. Имена победителей и призеров Кубка станут известны уже завтра. Следующим стартом для многоборцев станет чемпионат республики, который пройдет в начале следующего года. По итогам Кубка и чемпионата команды сформируют сборные для участия в грядущих играх Манчары. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.